оглядно, медленно, панорамно мы хранилище разгорнули, наскільки це займається те питання, які ви пройшли вже по певних темах. І те питання, які вас чекають напереді. Тому тема наших практичних занять, це значно оглядові занятки, це естетика літератури, то, що ви вже пройшли, це поетика, то, що ми сьогодні будемо зустрічатися після цих занятків. І це теорія літературного процесу, то, що ми будемо з вами яке питання буде затронати, вже ближче до нового року. Ну, раз зустрічі з письменниками, я думаю, ми певним чином рихтувалися тими питаннями, які не можуть зникнути у філологів, хай собі початківців першого курсу, тим більше, що ми починаємо відносно естетики літератури, про ті питання, які вже затроналися і акцентувалися на лекціях. Тому мета наших занятків наскільки відбувається у формі діалогу, розуміється один другого ось у форматі поставлених питань. Естетика літератури, поетика, теорія літературного процесу. Зрозуміло, доткнутися до немаловажних питань, хто є творця, що таке творчість, що необхідно для творчого процесу чи для творчості, що значить для творця мистецький образ, ну і так далі. А що далі детально вірші складальності, вірші поетики. Зараз зрозуміло, питання немає? І на самому початку мені хотілося якраз представити своїх колегів, членів Гродненського обласного відділення Союзу письменників Білорусі, які пришли для того, чтобы розповісти і про свою творчість, і як можна наповнитися, вказати на зустрічне питання з вашого боку. Ну і хочу представити найперше намісника старшини обласного відділення Союзу письменників головного спеціаліста обласного відділення Разилончика Дмитрия Николаевича. Завітала і, я думаю, поетеса, яка пише вірші і на русській, і на білоруській мовах, яка пише вірші і дорослі, і для дітей. Це Людмила Володимировна Шевченко. І, безумовно, з таким шануванням не можна представити свого коллегу, поэта Барда, поэта, який має свою, сказав, школьну філософію мислення, це Афанасьевич Анатолій Владимирович. Ну і, я думаю, з дозволу аудиторії, перше питання хіба поступить хіба від мене, і з цього ми пішли наш діалог. Еще свой час Николай Некрасов озвучил, что нема науки и нема мистецтва для мистецтва. Учебно існують науки і мистецтва для громадства, для общества и для возвышения человека. Як разом з тим кожне заняття ми з вами составляємо те, що вся література всіх часових народів про человека и для человека. И все же, что такое творчесть? Вичити вираз відомий, творчість – це зустріча з невідомим, признано вже у білоруській літературній просторі «Я маю твор» і «маю два», які є два сьогоднішньої літературної просторі обласного відділення, і хочеться зараз розпознати
портрет кожного, находника, это зрозуміло. І тому наше сумісне питання до коллегов. У вашем разумении, что такое творчество, что необходимо для творчества? И я попрошу, когда мы задаем питание, может быть, до уроков выказал бы меркование кожны з письменников, и коли будут некие, скажем, навыки, претензии, может быть, будут удокладнения, проявления, шукает их и звуку аудитории. Тому, я и сказала, у нас не просто диалог, а навык диалог. Я знакомилась с специальным, да, письменником, мы шукаем, что такое творчество, в вашем разумении, что необходимо для творчества. Уважаемая Алена Жмутовна, я хочу поблагодарить вас за этот вопрос, потому что все эти долгие столетия и тысячелетия, пока существует искусство, человечество пытается найти ответ на этот вопрос. Но есть несколько различных подходов к поиску ответа на этот вопрос. Например, творчество можно рассматривать в таком плане структурном, как некий первый шаг на пути к искусству. Ну тогда возникает закономерный вопрос, что же такое искусство. Не будем вдаваться в такие дебри, уходить далеко. И, возможно, попробуем рассмотреть еще один подход к вопросу и предположим, что творчество – это способ проявить себя, проявить свой, максимально отобразить, проявить, реализовать свой человеческий потенциал. А он, как известно, включает в себя и ваш духовный мир, да, и ваши, так сказать, устремления вашего интеллекта, все то, к чему вы оказываетесь по жизни неравнодушными. И мне кажется, что вот для меня лично творчество – это когда я вижу молодых людей, таких как вы, и у них вот наушники, вот девушка сидит с наушниками, многим очень трудно расстаться с гаджетами, с наушниками. Так вот, для меня творчество – это стремление совершить какой-то комплекс, да, поступков, сделать нечто для того, чтобы где-то далеко отсюда, на другом конце земного шара, такой же самой молодой, привлекательной особе захотелось также одеть наушники и ознакомиться с плодами, вот, с продуктами моей уже деятельности, либо творчества моих коллег. Ну, это можно рассматривать, конечно, не только в плане литературном, можно рассматривать это широко. Наша задача не зацикливаться на потребительстве, не зацикливаться только на том, чтобы превратить свою жизнь в формирование себя как грамотного потребителя, а не забывать о том, что человек приходит в этот мир для того, чтобы пополнять его, чтобы делать его еще более многообразным, еще более ярким и повторимым. Поэтому для меня вот творчество в таком уже бытовом, да, практическом смысле это стремление проявить себя на ниве усовершенствования и вот расширения пространства окружающего мира. В таком вот, может быть, я выражаюсь не совсем понятно, но если уже окончательно образно и метафорично говорить о том, что творчество для меня, то для меня это магия. То, о чем нельзя говорить абсолютно серьезно, то, что не поддается рациональному постижению, что до конца нельзя осознать своим умом. Вот это и есть творчество. Это то, как раз, что заставляет поэта вдруг вскакивать среди ночи и, хватаясь там либо за компьютер, либо за бумагу, вот что-то набрасывать, когда он понимает, что
Вот оно, творчество. Вот я бы так ответил. Уж не знаю, что у нас дальше. Чтение стихов ответит мои коллеги. Да? Наверное, мои коллеги. Некие дополнения есть в аудитории? Да, что творчество для вас? Вы верите в вдохновение? Да, конечно. Такое творчество вот как раз таки невозможно. Без вдохновения. Возможно, попытка. Можно себя попытаться заставить что-то создать, что-то написать, что-то сочинить. Но будет ли это удачной попыткой? Мы не знаем. Вот. Когда вдохновение и творчество, ну это совсем хорошо. Это уже почти полный комплект. Вот. А когда творчество без вдохновения, это тоже творчество, но такое немножко неполноценное. А когда меня запитання, Сергій Миколаївич, когда питання, без чего немагчимо творчество. Есть понятие покупки творчества. Може, один отказ на это питание выступил. Творчество немагчимо без натхнення. А ще, на ваш погляд, без чого немагчимо творчество? Вы сказали и... Без пользы. Без способности, таланта. Без таланта. А можно я скажу пару слов? Конечно. Раз уже начали. Может быть, вы меня же хорошо представляете. Вы знаете, у меня из моих 6 сборников поэтических есть один сборник, называется «Состояние души». Так вот, я хочу сказать, что творчество – это именно состояние души человека, которое выливается из тебя, которое нельзя задержать там или как-то переждать, что ли. Я не буду зачитывать все стихотворение, я хочу вам прочитать последний куплетик из этого состояния души, чтобы вам было понятно. Так что ж стихи, слова, тире и точки? Скажу одно, приятель, не греши, ведь это не рифмованные строчки, а состояние моей души. И еще правильно сказали, обязательно должно быть, кроме вдохновения, должен быть талант. И, ну вот, скажем так, я начала писать стихи 4 класса, но осознанно это было с 5 класса, потому что был толчок, и я осознала, что мне это нужно, что я без этого жить уже не могу. И поэтому все стихи, которые рождаются, они рождаются из души, они рождаются по зову сердца. То есть это мне очень нужно. Действительно, иногда среди ночи встаешь, иногда с вечера до 4 утра, иногда это может быть за 20 минут целое стихотворение. Ну вот оно такое. И когда мы выступаем, самое больше, что спрашивают у нас, особенно в школах и в колледжах, спрашивают, а как вы пишете стихи? А что вы делаете? Вы что, рифмуете там строчки или что? Так вот, я вам... И для чего вы пишете стихи? Так я вам прочитаю стихотворение, чтобы не рассказывать долго, как мы пишем, что такое, чтобы детям ответить. У меня есть стихотворение, когда я не пишу стихов. Когда я долго не пишу стихов, я будто бы из жизни выпадаю, и в серых, скучных буднях пропадаю, грущу, брожу по дому, сплю без снов. Когда я долго не пишу стихов, я становлюсь немножечко другою, ранимой, недовольной собою, как будто за спиною 100 грехов. Когда я долго не пишу стихов, моей душе чего-то не хватает. Жаль, белый аист осенью летает, и хочется добра и теплых слов. Когда я долго не пишу стихов, я снег холодный, выпавший средь лета. Я жаркая любовь, но без ответа. Я речка без песчаных берегов. Когда я долго не пишу стихов, я не живу, а только существую. Дай Боже мне поэзию такую, как в праздник перезвон колоколов. Ну вот это такая... Творчество – это прежде всего созидание. И первым актом созидания, как вы, наверное, знаете, было это создание мира, творцов. Отсюда и творец, и творчество, и однокоренные слова. Вот, поэтому и поэт, музыкант, художник, когда он соприкасается с этим актом созидания, вот,
он становится в какой-то мере творцом. Поэтому в этом плане нужно быть немножко и осторожным, потому что стихи, музыка, она переживает своего создателя. Поэтому, значит, Гёте когда-то сказал, что человек не пишущий имеет одно преимущество перед человеком пишущим. Значит, он не компрометирует себя. Поэтому, значит, если можно, значит, не творить, не писать, такие слова известные есть, то лучше не писать. Вот. Но если, вот как Людмила сказала, что такое состояние, когда она просто не может писать стихи, вот, потому что в этот период она как бы живет неполноценной жизнью. Ну, наверное, не я и про себя даже могу сказать. Потому что, значит, в общем, поэзия — это не есть мой стиль жизни или образ жизни. Я, в общем-то, бывают такие периоды, когда я обхожусь без поэзии. Но в это время у меня возникает другая потребность. Мне нужно взять кисть и, значит, я начинаю, значит, что-то писать, какие-то живописные полотна. Потом у меня проходит этот период, наступает период, когда я начинаю писать музыку. Беру стихи свои или там читаю стихи, и меня, что называется, прерывает на музыку. Я начинаю сочинять собственные песни. Вот. И, ну, что это? Какая-то потребность души. Каким-то образом излить душу, что ли. Но в периоды, когда мне не по себе, когда немножко что-то вложит в душу, я просто беру гитару, просто перебираю там струны, ничего там особо не пою. Вот, и у меня это вот как-то расходится, рассасывается вот эта боль какая-то проблема сама собой уходит. Вот, так что, ну, наверное, я тоже в этот период творю, но нужна ли это плод моего творчества кому-то? Ну, может быть, история покажет, а может быть, это в первую очередь нужно для самого творца. Потому что таким образом искусство вообще, как любое искусство, оно лечит. Поэтому мы, наверное, таким образом лечим свою не совсем уравновешенную любой творец пытается таким образом себя, ну, скажем, немножко может быть светлее сделаться, может быть ее вылечить, ну, стать. Ну, мы, наверное, мы становимся лучше, когда чего-то созидаем, и это направлено не на разрушение, а на созидание чего-то добра другим. Может быть, немножко сумбурно, но... Нет, я такой высновы, я думаю, что мы ее сделали, что не веришь, что это поэзия, и что поэзия завсёды наражается тільки тоді, коли є озарення. Правда, я можу на своєму. Бо, зрештою, творця, гэта талент, гэта вірус, гэта дар не тільки зрозуміти гэты свет, а не створити сам такой свет. І ось, мені кажется, возникла така думка, яку підказав Анатолій Владимирович, насамрэч, мова музики, мова живопису, органічна, змітрована, сполучена, гармонизована с мовой поэзии. Складно сказать, что я могу суперечить, не опирать одно другому. И тяжко сказать, что складаний. Но разом с этим у меня возникает питание такое подспудное. Вот мы говорили про творцев, про поэтов, а вот можно не супрать, можно хотел бы стать поэтом. И я очень переконана, что в этой аудитории поэты есть, будут. Я не, может быть, себе не открыли из другого боку. Для того, чтобы стать поэтом, что треба? Треба народиться, и на поэта можно выучиться. Потому что это питание мне так нужно с поэтом. Там стать поэтом, тем самым треба вообще дар, дать мне Богом о том, з високого неба просто народиться. Просто нужно выучиться на поэта. Ведать технику верхоскладания, саморешевания, цветовного рода с теорией, скажем так,
все, которые научатся, вот тут можно, говорилось, можно научиться, не все, которые научатся рифмовать и так далее, будут поэтами. Дело в том, что когда я работала и жила в Волковыске, там у нас при газете Волковыске собирались постоянно люди пишущие. И вот однажды обсуждали стихотворения, которые написаны, естественно, что там подается в газету, что нет. И молодой человек один сидел и: 1 мая скоро, надо написать про 1 мая. Потом: о, Новый год скоро, надо написать про Новый год. И я взяла грех на душу и говорю: Федор, ты не обижайся, но ты не поэт. Как? Я не поэт, меня печатают. Я говорю: ты стихоплюд. Потому что нарифмовать строчки это можно, но надо в них вложить душу, чтобы действительно от этой строчки, ну, если не мурашки по телу, то что-то зацепило. А стихи никогда не пишутся просто так. Сел и там про весну я буду писать, или про Новый год, или про автомобиль. Вот понимаете, вот как у меня, например, как пишутся стихи. Я услышала однажды из Скворцов, первых Скворцов шла с работы. Я вечером написала Скворцы, поют Скворцы. Потом я на базаре, на обыкновенном нашем скидельском рынке увидела пьяницу, который ногами подбрасывал блудную собаку. А я очень люблю животных. Обычно, когда выступаем перед детьми, то прививаем им такое чувство доброты к животным, братьям меньшим. Я с ним поругалась, я не знала, что я могу быть такой стервой. Я с ним серьезно поругалась. Я сказала: если ты не можешь его накормить, он и так ходит, просит, чтобы его кто-то накормил, ему негде жить, у меня нечего есть, что ты его тут пуляешь ногами. Обозвала его, по-моему, как-то так. Написала «Бездомная собака», очень даже трогательное стихотворение. Потом, вот как-то недавно тоже выступала и спрашивается: ну, как вы пишете стихи? У меня все стихи взяты из жизни. Я ничего не выдумываю, ничего там не изымаю откуда-то из головы. Это все из жизни. Вот у меня есть стихотворение «Вечный огонь». Я училась в Минском институте культуры на тот момент и ходила на занятия, и на площади Победы есть «Вечный огонь». И вот иду как-то, смотрю, много людей собралось, просто на пешеходе. Вот. Возле этого огня, не у самого огня, а рядышком. И думаю, что ж там такое? И смотрю, возле вечного огня стоит старушка на коленках, и она молится, молится. Ну, все перешептываются, все понимают, что не просто так. Кто-то погиб, может муж, может сын, а может и муж, и сын, и брат, и еще кто-то. И меня это настолько поразило, вот я написала «Вечный огонь». И потом написали музыку на эти стихи, и на республиканском конкурсе даже солистка, которая пела это, позвонила мне и сказала, что я призовое место заняла, я выиграла с этой песней. Если вы разрешите, я прочитаю «Вечный огонь» для того, чтобы вы поняли, что стихи берутся из души, надо быть человеком очень чувствительным, очень ранимым, чтобы это зацепило, и тогда будет стихи. А не просто постоял, пошел, да и забыл. Понимаете? Ну что, почитать вам? Да. «Вечный огонь». Молилась женщина огню, как Богу, как святой иконе. Молилась будущему дню, сложив постарчески ладони. Она не встречала нас, забыв про город многолюдный. Ей, видно, вспомнился сейчас погибший сын. И стало трудно дышать, звучал в душе орган, надрывно, горестно и низко. Взметнулись тоны к облакам, и руки рвутся к обелиску. В слезинках на ее лице играют огненные блики, скорбят на мраморном кольце опавших на войне гвоздей. Вдруг ощутили люди ясно в сквозной тяжелой тишине, что бьется кровь в гвоздиках красных парней, погибших на войне. Молилась женщина огни тому, что на могиле братской. Молилась будущему дню, святому дню, взывая к братству. Пушкин писал, когда мы все писали понемногу, когда-нибудь и как-нибудь. То есть поэтому очень много. Но настоящих поэтов, которые
100 поэтов, наверное, все-таки, или пишущих, вернее сказать, стихи, наверное, только один настоящий поэт, который, в общем-то, пережил, плоды которого пережил его самого. А научить, конечно, можно, наверное. Любой талант, очень известно, это 99% пота, а 1% таланта, как говорят, гений. Это именно так. Но что за этим последует? После значит, учебы и создания таких стихов? Это уже вопрос времени. Время все расставит. Поэтому и мы сегодня и Пушкина, да? И говорим, что хотя значит, потомки, те, кто жил в эпоху Пушкина, великое множество людей писало. А мы сегодня знаем, что его еще не скачали. Ну да. Но все, что будет, что было, каждый час знает успешность. Ну и мы, видать, решили до такого питания. Мне хочется это задать, и больше сами не задавать. Я думаю, раз человек где-то стыд. До наступления мы и отказали вирішити ці проблеми разом з тим. Форма, зміст. Кожен твор повинен бути змістовим, содержательним, це зрозуміло. І справжній класичний твор, твор високоякісний, прочитати скоротка практично нельзя. А справжнє, сама філософія мислення, читається поміж рядками. Видать, большему мислению кожного поэта у приватности завжди тесно, і він себе виходить за некие рамки навіть жанрового формату. І от зараз таке питання для колегів, яким жанром ви надаєте перевагу, ну і згодно, видать, свого пишування, свого стилю, все ж таки, на вашу думку, жанр диктує стиль вимагає некого жанру, некого жанрового формату. Чому ви даєте перевагу гэтым жанру? Чому ваш гэты улюблений жанр? Я просто слушаю своих коллег и поражаюсь, насколько серьезный и глубокий разговор мы с вами затеваем. И спрашиваю себя, готов ли я сегодня к этому разговору. Потому что вот даже два предыдущих вопроса, предложенных Мариной Эдмундовной, до сих пор роятся у меня в голове и не дают мне покоя. Потому что все, что касается творчества, настолько неоднозначно, настолько вот, снабжено таким иррациональным, да, иррациональной какой-то сущностью вещей. Потому что если взять даже творчество, мы говорим о поэтах, что такое поэт, как стать поэтом, что такое творчество, наверняка все-таки нужно разграничивать такие понятия, как творчество и искусство. И прежде чем начать еще более серьезный разговор о стиле и жанре, мне бы хотелось высказаться все-таки по предыдущему вопросу, потому что мне кажется, что творчество и искусство – это разные абсолютно вещи. И для творчества, как сказано было и в ответе на первый еще вопрос, я думаю, что талант не нужен. Потому что творчество – это предтеча искусства, да? Это первая ступень, то есть некая точка отсчета, когда мы делаем шаг по направлению к искусству. Вот. И мне кажется, что для того, чтобы уже для искусства, да, которое будет жить в веках, которое пройдет несколько этапов, значит, испытаний и критикой, и, так сказать, другими какими-то вещами, вот для искусства, конечно, нужно действительно уже такая вот зрелость, да, творческая зрелость. Вот. И чтобы быть настоящим поэтом, нужно, чтобы жизнь тебя хорошенько пнула. Желательно как можно больнее. Вот. Пока жизнь тебя не пнула, да, ты будешь, как говорила Людмила Владимировна, ты будешь стихотворцем, возможно, довольно сносным, успешным. Где-то какие-то издания будут
доставлять свою площадь для твоих произведений, но будешь ли ты поэтом? Каждый поэт — это человек, который пережил какой-то надлом, какую-то личную драму, либо нечто другое. Я всегда люблю говорить, что поэзии я обязан всем в своей жизни, всем тем, что у меня есть, и всем тем, чего у меня нет, возможно. Так вот, о стилях и жанрах. Поэзия может быть стилем жизни. Да? Вот вы думаете, что мы так взяли, пришли, поучились там написать несколько стихотворений и сразу стали членами Союза писателей, там где-то получили какие-то награды, какие-то публикации, вот, и мы уже считаем себя по праву поэтами. У нас очень много коллег в организации, которые не считают себя писателями. Это люди, у которых вышло уже больше 10 книг. Кстати, пользуясь случаем, я хочу вам сказать, что поэты и писатели — это расхожая такая вот ошибочная формулировка, потому что писатели — это общее, а поэт — это частное понятие. Писатель может быть и поэтом, и прозаиком. Ну, что касается стиля, правильно? Я не знаю, это очень такой вопрос, да, индивидуальный. Чем больше я занимаюсь искусством, а им я просто живу, потому что мое рабочее место — это Союз писателей Беларуси, наш Гродненский областной офис. Кстати, заходите, писатели.бай, наш сайт, Советская 31-39 наш адрес. Будем рады вас видеть, несите свои творения, будем очень рады. Чем можем, поможем. Так вот, чем больше я занимаюсь всем этим, чем больше я занимаюсь литературным творчеством, его исследованием, вот, чем больше я погружаюсь в него, чем глубже я ухожу во все вот эти нюансы, да, этого волшебного, до конца непознанного мира, тем больше я укрепляюсь в мысли о том, что для того, чтобы быть поэтом, нужно быть просто нормальным человеком. Нормальным, порядочным человеком, чтобы людям было комфортно рядом с вами, чтобы людям было не, как бы, чтобы людям было приятно иметь с вами дело, общаться с вами, чтобы люди могли в каких-то вопросах на вас положиться. Вот если вы созрели как гражданин, если вы созрели как действительно полноценный, взрослый, здравомыслящий человек, вы можете попытаться, сделать некоторые шаги по направлению к искусству. И вот мой стиль, в каком бы жанре, и жанр стихотворения, и жанр поэмы, вот, так разволновался, что на встречу с вами принес все свои книги. Вот. Мой стиль — это человечность, максимально возможное в создавшихся условиях человечества. Пожалуйста, девушка поднимала, кажется, руку. Вы говорите, что поэт должен быть хорошим человеком. Что вы скажете насчет Артура Рамбовского? Ну, он был хорошим. Они все не были. Да, говорят, что и Лермонтов Михаил Юрьевич тоже не отличался своей просветленностью своего нрава, да, не отличался покладистостью своих манер, он человек был весьма задиристый. Вот. Конечно, это люди своей эпохи. Вот. Нужно быть наверняка хорошим человеком для своего времени, для своего окружения, а время все расставит по своей месту. А если брать поэтов, которые фактически писали о грязи? Тот же Рамбо, Гинзберг, например. Ну вот это уже ваш вопрос к разговору о стиле. Да? Вот, например, тот же Бродский, да, он писал о пустоте, его называют поэтом пустоты, поэтом абсурда. И это очень интересный разговор, между прочим, но он очень может надолго затянуться. Стиль каждого из авторов предполагает какую-то увлеченность, вот каким-то особым набором интересов, да, жизненных устремлений. То
ссора растут стихи, не ведая стыда. Все это говорится не для красного словца, все это говорится не случайно. Ведь не о буквальном ссоре, не о буквальной грязи мы ведем сейчас с вами речь. Мы говорим о тяжелом труде, о тяжелом поиске гармонии. Мы говорим с вами о том, что конечный результат нашего творческого поиска находится в конце очень и очень протяженного пути. И путь этот состоит, возможно, намного больше из лишений, чем из приобретений. Вот об этой грязи, об этой пустоте, об этом абсурде иногда сообщает нам искусство. Мы говорим о том, что все состоит как бы из некой органической субстанции. Вся жизнь, весь мир — это то, что пытается постичь искусство, не есть кристально чистая штука. Да? Конечно, она состоит из изъянов. Человеческая натура состоит из изъянов намного больше, чем из достоинств. Уметь поэтизировать, уметь путем художественного образа нарисовать картину этого мира, такого несовершенного, но в то же время многообразного, неповторимого, увлекательного. И в этом и кроется задача Творца, заключается его задача. Вы, наверное, Николай сказал, творчество и искусство — это несколько разные вещи. Вот. Тем мы, наверное, отличаемся, все поэты и прозаики, что мы все-таки очень разные. Вот. Потому что я все-таки считаю, что искусство — это прекрасный результат творчества. Человек, который берет камень и начинает его тесать, камень, у одного получится непонятно что-то безобразное, а у другого, как Микеланджело, да, его прекрасная скульптура. То есть вот один занимался вроде бы тем же самым, да, долбил камень, и это занимается этим же самым. Вот. Но результат получается у одного действительно настоящее искусство, а у этого так, что там получилось. А вообще все виды искусства, они очень сильно переплетены, поэтому не зря говорят, что та же архитектура — это музыка в камне. Вот, наверное, и в музыке, если нет некой поэзии, флёр поэзии, то это не совсем такая идеальная музыка. Ну и так далее. Вы знаете, я думаю, что люди, которые начинают писать, они же там не думают, в каком стиле они будут писать, ям, Корей, что такое. Вы думаете, я в 5 классе знала, что такое ям или Корей, и как это я буду все это сочетать? Просто одно стихотворение у меня выливалось в 12 строк, 11, другое в 9-8 и так далее. Ну, разные размеры, разные виды. И это интуитивно все. Ну, еще, наверное, мы тут говорили, что надо, чтобы было стремление, надо, чтобы подкованность какая-то была, обязательно, чтобы что-то зацепило очень сильно. Наверное, еще влияет, передается по наследству. Я думаю, что мне немножечко помогло то, что мой отец тоже писал. И я потом, после его смерти, правда, он был очень скромный товарищ, он закончил наш университет тоже в свое время после войны. И когда он умер, мне мать попросила перебрать бумаги, потому что она очень долго плакала, очень долго не могла писать с этой темой. И когда я начала перебирать его бумаги, я нашла 3 тетрадки общие. Там были стихи, конечно, разные, были хорошие, были средние, но человек писал, то есть, может быть, как-то что-то по наследству мне передалось, тяга к этому писанию, или, может, какое-то умение, понимаете? Ну, так вот, что я буду писать, я буду Кореем, я буду то, я буду все, так никто не планирует, это приходит само по себе, из жизни. Ну, я, может быть, это стиль, а жанры, форма искусства, еще там 2 слова. Все-таки это зависит от автора. Журнализм, как оно и есть. Даже вот и у меня, если у меня одно, то, что меня лезет в душу, одно я могу выразить и хочу, и мне получается выразить в стихах, а другое мне нужна проза. Это должна быть
Я не жалею. Да, и вообще любая мысль для самовыражения, она предполагает наличие этого ритма, такого скрытого. Особенно это, значит, когда начинаю писать свою музыку. Я, читая стихи, я уже одновременно слышу вот эту музыку. И есть такие